Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Новые знакомства. Когда, с кем и для чего. Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите. Новые знакомства. Когда будут, с кем будут и для чего. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. Новые знакомства в вашей жизни. Когда, с кем, зачем. Так. Ну, новые знакомства будут. Мало того, тут еще будет, как знаете, с кем-то вы в прошлом разошлись, расстались, рассорились, и вы опять сойдете с этим человеком, вам опять выходит один путь на двоих, но вы как будто бы заново будете узнавать друг друга. Отношения будут либо качественно новые, либо в новом качестве. Вот как-то так идет. Но человека однозначно вы уже знаете. Может быть, вы в нем заблуждаетесь, либо в прошлом как-то не удалось раскрыть ни ваш, ни его потенциал в этих отношениях. Теперь вам идет как еще один шанс, еще раз посмотреть, присмотреться, попробовать. Может быть, вы были любовниками, может быть, пытались создать семью, не получилось. А теперь вы попробуете быть друзьями, будете там, я не знаю, коллегами, соратниками, партнерами. Все может быть. Потому что человек именно идет возвращенец. Возвращенец с дальней поздней дороги. То есть из глубокого вашего дальнего прошлого он возвращается. Мало того, знаете, тут у кого-то даже отыграется ситуация, как будто бы человек, да, вот ему пришло время платить по счетам, да, он, то есть с вами за что-то должен рассчитаться. Будь то действительно какие-то долги, либо будь то какая-то ответственность, но человек возвращается, чтобы все урегулировать. Готовьтесь. Вот кто вот действительно вот кого-то забыть не может, либо человек к вам уже на порог пришел, понимаете, зачем и для чего он пришел. Будут отношения, будут, знаете, как вот заново познакомитесь и заново как будто бы вы будете выстраивать отношения. Знаете, что я скажу? Вот это очень будет продуктивно, очень продуктивно. Этот человек благодаря вам и этим отношениям вырастет, действительно возмужает и вырастет, а вы останетесь в какой-то выгоде. Прибыль, выгода, вот как хотите. Что-то вот он прям хорошее, ценное, полезное несет в вашу жизнь. Дальше. У вас здесь очень много каких-то случайных знакомств, случайных встреч, которые будут казаться пустыми ни о чем. Может быть, вы куда-то пойдете, не знаю, там спортом заниматься, какие-то курсы, какое-то обучение, какие-то, может быть, проекты, да, случайные люди, которые буквально там, ну, на 5 минут заходят в вашу жизнь, кто на 5, кто на 10, кто на час, да, но если кажется эти отношения либо знакомства пустыми, вот поверьте, я не вижу здесь ни одного лишнего человека. Наоборот, каждый принесет в вашу жизнь какой-то маленький, вот видите, как бы маленькую монетку, маленький дар, да, какую-то свою энергию особенную для вас полезную, которую вы все вот эти энергии потом соберете в одну кучку, да, это будет вот возможность для вас, либо какой-то неоценимый опыт, да, вот такой момент происходит. Так, еще будет знакомство с каким-то, хочется прям сказать, жулик, да, но это не жулик, это какой-то сердцеед, какой-то там жигало, казанова, очень человек такой, знаете, весь из себя, красавчик, шальной, такой любит женщин. Любит женщин и любит их коллекционировать. Значит, произведет на вас какое-то прям впечатление аховое. Это будет первое впечатление. А вот на втором свидании, либо при второй встрече, вы полностью в нем разочаруетесь. Девочки, вот чтобы вы там потом на судьбу не пинали и не говорили: о, почему мне таких вот дон Жуанов присылают. Не присылают. Это
знаете, как не он к вам придет, а вы к нему в судьбу, да? То есть вы этого мужчину проучите, очень жестко проучите, и за всех им обиженных женщин вы отомстите. Этот человек вам будет подкатывать свои яички, скажем прямо, да, а вы их просто подавите ему, да, то есть такой ему дадите отворот-поворот, что он просто вот как маленький ребеночек, да, убежит и заплачет. А потом подумает, что он вас любит, подумает, что все, я, скорее всего, скоро погибну от этой неразделенной любви. И, знаете, вот действительно так вы его жестко пиндальнете, вот прям за всех девочек отомстите. Вы, может, этого и особо не почувствуете, а вот он очень сильно почувствует. То есть, смотрите, какой у него длинный нос, да, прям поэтому его клюву ему дадите и правильно поступите. Но благодаря вот его ухаживанию у вас как будто бы вера в себя проснется, желание быть красавицей, желание получать комплименты, желание, знаете, вот чтобы вами восхищались. Это очень хорошее желание, потому что вы достойнейшая девушка, достойнейшая женщина, но немножечко себя как ограничивающая, да, то есть, может быть, видите в себе много изъянов, либо не позволяете свое драгоценное время тратить именно на себя, на то, чтобы себя как-то прокачивать, улучшать. То есть, знаете, как будто бы вы сейчас очень много устремлены в работу, в дела. Конечно же, хочется. Душа, сердце просит вот этих вот комплиментов, развлечений, влюбленности, да, но вы немножечко себя вот сдерживаете в этом плане. А вот благодаря этому мужичку, да, у вас желание за собой ухаживать, следить, оно проснется, и вы будете более лояльны к мужчинам, и уже взгляд у вас будет не снежной королевы, да, а вот такой дерзкой девчонки. Мужчинки будут подмигивать, мужчинки будут напрашиваться к вам хотя бы в друзья, да, не то чтобы в отношения, а в друзья, потому что вы все-таки умеете держать дистанцию, это какой-то ваш природный навык, который невозможно разделить вас и этот навык. То есть вы просто так не доверитесь абы кому, и вы знаете себе цену и правильно поступаете. Так, кто у меня сейчас в треугольнике? Достаточно таком болезненном, причем тут страдаете вы постоянно в этом треугольнике. Вот вроде как бы даже все хорошо, но какое-то вот, знаете, чувство, что он меня меняет, да, он меня предает, либо он не совсем там со мной честный. То есть вроде как любите, вроде как бы он говорит, что любит, но из-за вот этих его поступков, да, либо простить не можете, что он там где-то оступился и изменил, либо вы никак принять не можете, да, что он вот медлит и никак не двигается к тому, чтобы вы были семьей. Особенно вы, девочки, у вас знакомство идет с мужчиной каким-то божественным, да, это мужчина высокого роста, высокой должности, высокой реализации. То есть, вот прям, знаете, комбо, вам как награда этот мужчина идет, награда, и мужчина мечта. Вот вы с ним познакомитесь, вы про вот этого своего мучителя сразу же и забудете. Вот знаете, как рукой снимет все чувства, эмоции к нему. Жалко его будет, вот это честно говорю. Сразу переключитесь на этого мужчину. Вот такой момент. Так, для тех, кто у меня сейчас вообще полностью одинокий. Что я хочу вам сказать. Вам на ближайшее время идут знакомства, но они такие, знаете, поверхностные. Настоящая любовь, настоящее счастье у вас впереди. Но кто бы ни смотрел эту отсыпочку, вот вы должны все знать, у вас в венце, вот она, картинка счастливой пары, когда женщина и мужчина вместе под единым кровом, и еще это по судьбе отношения. Между ними чаша любви. Это время обязательно в вашей жизни наступит и настанет. Вы должны это четко знать для себя и верить в это, и не сомневаться. Вам, сколько бы вам лет не было, что бы вы в жизни не пережили, по судьбе быть счастливой женщиной в семье, в браке с тем, кто есть ваша вторая половиночка. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.